Кусок сахара твердый как камень, но в горячем чае он с легкостью растворяется. Точно так же и соль растворяется и исчезает в воде без следа. Интересно, куда они деваются? Может, у султана спросить? Думаю, он мне все объяснит. Дети задают десятки вопросов каждый день. И бывает так, что вопросы маленьких почемучек ставят родителей в тупик. Меня зовут Султан. Я готов взять часть детских вопросов на себя. И каждый выпуск нашей программы даст ответ минимум на один детский вопрос. Сегодня я вам расскажу про соль и сахар. Султан, а для чего нужны соль и сахар? Про соль и сахар знают все люди на Земле. На всей нашей планете каждый человек знает и пользуется солью и сахаром. Но многие потребляют его, не задумываются, для чего он именно нужен. Соль, например, входит в состав наших костей. Вот когда кости формируются, главный элемент кальций, и еще нужна поваренная соль, которую мы употребляем в пищу. Еще тело человека состоит на 2/3 из воды. Слышал об этом? Да. Так вот, вода, в которой растворена соль, меняет все свои свойства. Например, в нашем теле, в нашем организме происходят постоянные перетоки, небольшие перетоки электроэнергии, электричества, токи всевозможные работают в нашем организме. Эти токи не могут проходить через воду, если там не растворена соль. Соль – непременный ингредиент всех процессов в организме. В мозге происходят всевозможные процессы. Нейроны передают информацию друг другу. Это небольшие электрические сигналы. Процессы, в общем, электромагнитные сигналы всегда присутствуют в нашем головном мозге. И передача этих сигналов происходит за счет того, что присутствует растворенная соль. Растворенная в воде соль – это электролит. И через такую воду проходят свободно электрические токи. Сахар – непременный компонент, непременно должен присутствовать в крови. Это мощный источник энергии всегда. В крови человека всегда присутствует сахар. Человек потребляет разные продукты питания, но из этих продуктов сахар попадает в первую очередь в кровь и является источником энергии. Сахар разделяется на две части – глюкоза и фруктоза. Слышал, наверное, про такие? Вот, они легко усваиваются. И за счет них выделяется энергия. Это топливо для всех клеток нашего тела. Например, недостаток сахара в крови приводит к тому, что у человека теряются силы, появляется слабость, и мозговая деятельность ослабевает, слабоумие наступает. Человек не может ни рассуждать, ни размышлять и почти не может двигаться, если у него недостаток сахара в крови. Так вот, соль и сахар нам жизненно необходимы всем людям. Султан, а как в воде растворяются соль и сахар? Действительно, многие дети об этом, наверное, задумываются. Берешь кусок сахара, вроде бы камешек, можно его бросить, даже можно стекло разбить куском сахара большим. Бросаешь его в горячую воду, он растворяется, как будто его не было. Также вода становится прозрачной, никаких признаков того, что там был кусок сахара, уже нету. То же самое соль. Можно сыпать ее очень много в горячую воду, она растворяется и уже становится невидима. Никак уже не определишь, что в воде растворена соль. Странно, куда она девается, правда же? Вода прозрачная, но никаких признаков. Так вот, с ними происходят очень интересные процессы. Давайте по рисунку объясню. Например, разберем внимательно соль. Поваренная соль состоит из двух атомов – натрий и хлор. Натрий – это металл такой. В природе он в чистом виде не встречается. Это очень агрессивный, очень-очень такой шустрый металл, прямо хулиган среди металлов. Он очень едкий, он никогда не остается в одиночестве. Он даже из воды способен вытеснить водород. Вот наша вода обыкновенная, она очень стабильная. Ее разделить на части очень тяжело. Но если бросить в воду кусок натрия, он вытесняет водород, забирает себе кислород. Настолько это мощный металл, настолько он агрессивный. Такой вот он. Среди металлов это первый хулиган, натрий. Хлор – это газ такой есть в чистом виде. Это ядовитый газ, представляешь? В Первую мировую войну его использовали как химическое оружие, хлор. Настолько он ядовит, он моментально приводит к гибели того, кто вдохнет хлор. А когда они объединяются, получается соль, самая обыкновенная поваренная соль, без которой мы не представляем себе наш стол. Натрий заряжен положительно, вот называется ион, а хлор отрицательно.
А молекула воды вот так выглядит. Смотри, это атом кислорода и два атома водорода. Водород обозначается буквой H, заряжена положительно, а кислород буквой O, отрицательно. Так вот, у них есть полярность. Посмотри, это плюс, а это минус. Условно представляет вот так вот, в виде вот такого, называется гидроксид-ион. Название страшное, но смысл простой. Маленький магнитик просто. Не пугайся названия, маленький магнитик. Так вот, такие вот эти магнитики обволакивают молекулу соли, когда попадает в воду. Вот так вот. Минус притягивается к плюсу. Вот так вот. Как цветки ромашки. И они разделяют их. Разделяют друг от друга. Вот один цветок, хлор в одну сторону ушел, а натрий в другую сторону ушел. Друг от друга они отделяются аккуратненько и превращают в такие ромашки. Вот так молекула воды каждый из этих ионов забирает себе и превращает в такую ромашку. А вот натрий был рядом, давай синим цветом выделю, натрий уходит в сторону, он заряжен положительно, а это отрицательно. Противоположные заряды притягиваются. Слышала про такое? Так вот, ион натрия тоже превращается в такую ромашку за счет того, что вода. Вот так вода растворяет в себе молекулы соли. Здесь плюс, значит здесь минус, минус, минус. Вот эти ромашки плавают в стакане, в котором растворена соль. То же самое сахар. У сахара более сложная форма. Сахар более энергетически ценный продукт. Вот. И он тоже самое растворяется по частям. И только растворенным путем попадает в кровь и используется нашим организмом для химических реакций. Выделяется энергия при этом. Наглядно объяснил. Понятно хоть? Султан, а покажи нам какой-нибудь эксперимент про соль и сахар. Есть у меня для тебя интересный эксперимент, который нам наглядно покажет свойства воды, в которой растворены соль и сахар. И для этого мы переходим к самой интересной части нашей программы – эксперименту. А помогать мне в этом будет автор этого вопроса Дудаева Раяна, ученица первой гимназии нашего города. Итак, вот сейчас у нас все готово для опыта, который покажет, какие свойства проявляет соль и сахар, растворенные в воде. Вот у нас две емкости с водой. Это соль кристаллическая грубого помола, которая нам нужна, и сахар кусковой. У нас есть источник электроэнергии, и вот эта светодиодная лента нам покажет присутствие тока. Вот она сейчас так вот загорается. Теперь мы посмотрим, как поведет себя эта жидкость, если пропустить через нее ток. Так, соединяю. Плюс сюда. Это минус. Если так соединить, должна загореться. Горит. Теперь посмотрим, проходит ли ток через воду. Не проходит. Не проходит. Слабенький, там слабых, видишь? Итак, вот у нас наши компоненты. При помощи этого индикатора, при помощи светодиодной ленты мы проверим, проходит ли через них ток. Для этого нам нужно будет выключить свет в студии. Итак, вот наш сахар кусковой, сухой. Ток через него не проходит. Вот минеральная вода, в ней немножко присутствие соли, так что чуть-чуть ток будет проходить. Вот слегка наш индикатор срабатывает. Теперь сухая соль, кристаллическая, тоже ток не проводит. Теперь мы растворяем наши ингредиенты в воде. Сюда сыплю соль, а сюда бросаю сахар. Кусковой сахар, конечно, сразу не растворится, но свойства воды, конечно же, изменятся. Я помогу ему раствориться. Итак, смотрим еще раз. Итак, вот наш сухой сахар, ток не пропускает. Вот соль сухая, ток не пропускает. Вот сахар растворен в воде. Слабенький ток. Замечаешь? Лента загорелась. Вот при прикосновении ярко горит, а вот через воду, в которой растворен сахар, ток проходит. Ну, как и положено, слегка слабый ток, но проходит. Это вода, в которой растворена соль. Помнишь, я сказал, что для деятельности мозга, для этих слабых токов, которые
проходит в мозге, нужна именно соль поваренная. Она играет роль для прохождения сигналов в нейронах мозга, электрические сигналы. Вот электричество хорошо проходит через раствор поваренной соли. Именно для этого она нужна. Растворенный сахар не так хорошо проводит электричество, но функция сахара в нашем организме совсем не для этого, а для того, чтобы давать энергию, жизненные силы клеткам нашего тела. Итак, разница заметна тебе, да? Хочешь попробовать сама? Держи два провода, макни в эту жидкость, ярко загорелась, правда же? И в сахарную воду. Загорелась, но не так ярко. А вообще без помех вот так ярко горело бы. Но факт то, что ток проходит через раствор. Такие растворы называются электролитами. Тебе слово может быть не очень-то интересное, но научное название этих растворов именно электролиты. То есть вещества, растворы которых проводят электрический ток. В нашем случае это соль и сахар. Сахар и соль являются незаменимыми продуктами в жизни человека. Только представьте, какой пресной была бы пища без этих ингредиентов. Около 160 миллионов тонн сахара производится в 100 странах. Как же он добывается? Сахар изготавливается в основном из тростника в тропических странах. У него толстый стебель, в котором есть сладкий сок. Так вот, его корнеплоды сначала промываются, а потом превращаются в стружку. Сок же очищают, варят до состояния сахарозы, а затем уже фильтруют. На данном этапе получаются красивые кристаллы, которые сначала сушат, а затем распределяют. Таким вот не совсем легким путем к нам поставляется сахар. Кстати, у него есть несколько видов: виноградный, фруктовый и свекловичный. Только вот никакой биологической ценности он собой не представляет, то есть он не полезный. Что же касается соли, то этот продукт добывается в огромном количестве для кулинарных и промышленных нужд. Методы добычи разные, но очень интересные. Например, шахтный способ. С его помощью добывается каменная соль. Вакуумным же методом всеми известная пищевая выворочная соль. Есть еще два способа – озерный и бассейный. Но из всего этого следует, что прежде чем соль и сахар попадут к нам на стол, людям нужно много трудиться. Вот так, друзья, теперь мы знаем о свойствах соли и сахара. Надеюсь, путешествие в мир знаний было увлекательным и полезным для вас. Присылайте ваши вопросы на наш электронный адрес. Автор лучшего вопроса станет участником одной из наших следующих программ.